Андиса Али Мирза – основоположник аварской письменности на Аджаме. История аварского народа и его языка во многом еще слабо изучена, и на сегодняшний день нам приходится довольствоваться тем малым, что мы знаем по этой теме. Для расширения наших знаний достаточно даже ввести в научный оборот громадный фонд письменных источников, в основном на арабском и аварском языках, оставленный нашими предками. Достаточно сказать, что переведено и издано в лучшем случае 5% документов на арабском языке, которые хранятся в рукописном фонде Института истории, археологии и этнографии, в музеях и многочисленных частных коллекциях в селениях Горной Аварии. Кроме того, нам мало известно и о тех вехах истории, которые уже находили освещение в научной литературе. Один из таких ключевых периодов нашей истории связан с именем выдающегося ученого и общественно-политического деятеля Али Мирзы из села Анди, жившего в 15 веке. Говоря о значимости его личности в истории аварии, достаточно сказать, что именно ему принадлежит заслуга первой письменной фиксации аварских слов на арабском алфавите. Несмотря на масштаб этой личности, многое, что нам известно о нем, является заслугой известного ученого 20 век, покойного Магомед Саида Саидова из села Хунзах. В своей статье «Возникновение письменности у аваров» Саидов М.С. «Возникновение письменности у аваров. Языки Дагестана. Труды Института истории, языка и литературы народов Дагестана. Махачкала, 1948». ТС-137, опубликованный 66 лет назад, он высоко оценил роль Андиса Али Мирзы и документа им составленного. До нас дошел замечательный памятник аварии, написанный по-арабски в 1485 году Али Мирзой из аула Анди. Это завещание аварского Нуцала Андуника, сына Ибрагима, наследнику престола Булыч-Нуцалу. Списки памятника были известны еще в XIX веке, но подлинник его был обнаружен только в 1941 году в Хунзахе. Однако установить подлинность найденного в 1941 году экземпляра удалось только в 1945 году, во время поездки автора настоящих строк по аварии, благодаря найденной им в селении Салта-Гунибского района книге Шарх-уль-Мухарар, переписанной рукою того же самого Али Мирзы из Анди в 1467 году. Была установлена аналогичность почерков той и другой рукописи, следовательно и подлинность интересующего нас завещания. Таким образом, перед нами письменный памятник XV века, в тексте которого содержится 16 аварских слов. Согласно мнению известного дагестанского востоковеда А.Р. Шехсаидова, завещание Андуник Нуцала получило весьма однозначную оценку – это гимн силе аварского Нуцала, призыв феодального правителя своему наследнику усилить экспансию на все соседние земли, если он желает обладать славой и мощью своих могучих предков. Шехсаидов А.Р. Завещание Андуник Нуцала к вопросу об изучении. Вестник Дагестанского научного центра. Махачкала, 1998 год. На сегодняшний день в Дагестане выявлено 9 копий этого документа, в некоторых из них указано, что составлено завещание визирем Кади Али Мирза из Анди во время собрания владетелей на Андийской горе в 890 грамм хиджры, Айтберов Т. Материалы по истории Дагестана 15-17 века. Для нас особенный интерес вызывает то обстоятельство, что первая известная нам пока письменная фиксация аварской речи в 1485 году была произведена андийцем, что говорит о полной интегрированности этого исторического региона в политическую и культурную жизнь аварии уже в 15 веке. Также этот факт служит дополнительным свидетельством, опровергающим ложные тезисы политически ангажированных этнологов и лингвистов, работающих над разделением единого аварского народа на десятки мелких племен, которые вскоре будут ассимилированы и выброшены на свалку истории. Некоторые же из этих псевдоисследователей доходят до того, что утверждают, конечно же без каких-либо ссылок, что андийцы в прошлом якобы не знали даже аварского языка и были интегрированы с чеченцами, нежели с аварией. Этот документ лишь один из множества свидетельств того, что андийцы являлись неразрывной частью исторической аварии, принимали самое активное участие в жизни нашей общей Родины. Завещание Андуника уникально еще и тем, что это единственный для своего времени программный документ такого рода и уровня в целом на Кавказе. Это говорит как об уровне политической культуры и государственного строительства в аварии в 15 веке, так и о кругозоре Нуцала Андуника и Кади Андиса Али Мирзы, занимавшего фактически второй по значимости и влиянию политический пост в аварском государстве.
Согласно Т. Айтберову, из текста завещания Андуника видно, что в 15 веке в Аварском нуцальстве были пограничные территории, население которых несло нуцалу повинности натурой. 3 региона из них представляли собой княжества Алихиличилал и Жунгутал, 2 – союза сельских общин Андал и Харуб, то есть Шарой, и еще 2 – отдельные села Куштада и Батлух. Каждое из княжеств являлось, по-видимому, владением определенного княжеского рода, а союзы сельских общин и села имели выборное управление, видимо, из свободных крестьян, Айтберов Т. Материалы по истории Дагестана XV-XVII века. Восточные источники по истории Дагестана. Небезынтересная оценка этого документа принадлежит Т. Айтберову. Как видно из текста завещания Андуник Нуцала, этот хунзахиц и его кадий Али Мирза Андийский были людьми политического мышления, равных которым в Дагестане не было вплоть до становления имамата в XIX веке. Дело в том, что ни у одного из многочисленных дагестанских светских и духовных князей не было программы действий на перспективу. Лишь Андуник Нуцал и кадий Али Мирза, по-видимому глубоко переживая положение аварии, в XV веке разработали программу, сутью которой было воссоздание сарирской державы, и утвердили ее на собрании князей, ученых, мудрецов и остальных людей государства, которое было проведено на Андийском хребте, видимо вблизи пользующегося пиететом Андийского озера, где, как известно, и в последующие столетия организовывались важнейшие мероприятия. Это видно, думается, из заключительных слов Андуник Нуцала, обращенных к своему наследнику Булач Нуцалу. «Если ты думаешь быть амиром, подобным храбрым предкам, то старайся переступить через существующие границы, а от своих земель не оставляй другому князю даже пяди». Надо сказать, что эту программу по мере сил, талантов и возможностей пытались шаг за шагом выполнять все последующие правители, сидевшие в Хунзахе, пишет историк Айтберов, древний Хунзах и хунзахцы. Также Айтберову принадлежит инициатива по изображению Андиса Али Мирзы с Нуцалом, Андуником рисунок, выполненный в 1992 году художниками Еленой и Тагиром Гапуровыми. Был опубликован в том же году в историко-биографических и исторических очерках Хайдарбека Геничутлинского. Сведения о личности Андиса Али Мирзы. Помимо данных о переписанной в 1467 году книге и составлении в 1485 году указанного документа, об Андиса Али Мирзе не было ничего известно. Как удалось установить в памятных записях, хранящихся в селении Гагатли у С. Сулейманова, имеется дата рождения Али Мирзы в 846 году. Хиджры с 20 мая 1442 года по 8 мая 1443 года. В принципе, эта дата в свете обозначенных выше данных вполне правдоподобна. В возрасте 25 лет он переписал книгу и, перевалив 40-летний рубеж, занимал пост кадия Аварского нуцальства. Также, по имеющим хождение среди андийцев преданиям, Али Мирза являлся представителем рода Шамхаладул, Шамхаловы, представители которого живут сейчас в селениях Анди, Гагатли, Риквани и Гунха. По этим сведениям, у Али Мирзы было 2 брата – Мухаммад Хаджи и Газияв, отца звали Мухаммад, а его отца – Мака Мухаммад. Комментируя эти данные, отметим, что сведения о принадлежности Али Мирзы к Тухуму Шамхаладул можно принять за истину, поскольку он считается одним из основателей села Анди, представители которого и сейчас являются наиболее многочисленным Тухумом в крупных селениях Анди и Гагатли. Вместе с тем, данные об именах его братьев и предков мы вполне можем подвергнуть сомнению, поскольку пока не имеем на руках их письменной фиксации. Затронув вопрос происхождения Али Мирзы, нельзя не остановиться на происхождении его Тухума, который вызывает определенный интерес неоднозначностью имеющихся по этому поводу сведений. Прежде всего отметим, что Тухум этот считается основателем села Анди, столицы одноименного региона Аварии. По преданиям, которые собрал Е. Шиллинг, в 1940-х годах село Анди якобы основали 2 охотника – Шамхал и Шамхан, пришедшие из Шама, Сирии. Одновременно в селе Анди ему рассказывали, что лучшие Тухумы Анди, Шамхаладул и его ветвь Мирзалал, связывают, по некоторым версиям, свое происхождение с поселением, располагавшимся в местности Гамарду, которая находится близ села Кижани Гумбитовского района. Он же подчеркивает, что Тухум Шамхаладул состоит из родственных групп различного происхождения, Шиллинг М. Е. Малые народы Дагестана. Москва, 1993 год. Далее, андийцы приписывают отцу и деду Али Мирзы и ему самому исламизацию Анди.
и сопредельных чеченских регионах. Этим, к сожалению, исчерпывается перечень сведений об одной из наиболее примечательных личностей аварии – 15 век. В то же время нет сомнений, что более глубокое исследование арабоязычного фонда письменных источников даст нам новые данные, как о личности Андиса Али Мирзы, так и об эпохе, свидетелем и активным деятелем которой он являлся.